Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой: что он решил и как он себя проявит в самое ближайшее время. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина. Ох, непростой вариант. Непростой мужчина, либо у него какое-то состояние сейчас неспокойное, девочки. У кого-то отыграется, что мужчина испытывает сильнейший стресс. У кого-то отыграется, что мужчина пьян, либо мужчина болен. Да. Вот состояние сознания, просто вот мешанина и каша какая-то вышла. Я вижу его стремление, я вижу его разочарование, я вижу его какие-то прям болезненные переживания. Вот что идет. Либо, знаете, когда человек пьян, вот острота чувств, да, как вот этот надрыв, порыв души идет. Прям все вот вылезло. Смотрите, вот я вам точно могу сказать, что он вас очень любит. Очень любит. И любовь к вам, просто сводит его с ума. Не только вот счастье приносит эта любовь, но и какие-то невыносимые страдания. То ли он вам лишнего наговорил, то ли лишнего наобещал. И так случилось, что его возможности не совпадают с его обещаниями. И тут, в принципе, не то чтобы не совпадают, они даже вот близко друг к другу подойти не могут. Ох, тут мужчина на что-то понадеялся, на кого-то понадеялся. Думал, что все будет легко и просто, но не случилось, не получилось. Девчонки, кто в треугольниках, и вы загадали на своего любовника. Он правда верил, что он сможет уйти от той другой женщины и быть с вами. То есть это действительно была его мечта, это была его цель, да, быть с вами, поменять свою жизнь, начать все заново, с чистого листа, с вами, с прекрасной женщиной, которую он полюбил по-настоящему. Но он столкнулся с какими-то непреодолимыми обстоятельствами. Вот у него нет ни ресурса, ни возможности, ни сил с этим бороться. И он чувствует себя, жертвой, да, жертвой, ребенком, которого наказали, поставили в угол, и он сделать ничего не может. Так больно, так тоскливо, хоть на стенку лезь. Я не удивлюсь, если он у вас тут оплакивал свою тяжелую долю. Сейчас он в таком состоянии, когда даже мысль о том, что вот надо как-то бороться, что-то делать, приносит ему боль. Боль, понимаете, прям физическую боль ему это приносит. Слушайте, у меня же прям кусок снега с окна упал. Но это состояние вашего мужчины, состояние падения, болезненное состояние. Так, от вас он не отказался и не откажется. Это даже не решение, это то, что на роду написано, понимаете? На роду было написано: встретить вас, роковую женщину, ради вас преодолеть тут круги ада и поменять свою жизнь, быть с вами вместе. Это долгий путь, но, еще раз говорю, да, на роду написано быть с вами. И от этого не уйти, это такая судьба. Для девочек, кто смотрит на мужчину, с кем вы, допустим, в браке, в паре в браке, да, и у вас очень неспокойные отношения, вы там ссоритесь, ругаетесь, разошлись, возможно, между вами сейчас пауза. Значит, мужчина очень обижен на вас. Обижен он на то, что он проиграл. Не знаю, проиграл. Он хотел вам что-то доказать. Он хотел
может быть, даже в чем-то утвердиться, либо самоутвердиться, а вот не вышло, не вышло. Вы в лучшем положении, чем он. Особенно если у вас есть дети, да, у вас есть ваши дети, есть любовь ваших детей, у вас есть цели, вы, например, работаете, чем-то занимаетесь, там поддержка ваших родственников, а у него как будто бы ничего нет, все вот как пустота. Пустота, вакуум, да, он в таком состоянии. Он вам, девочки, завидует. Он вам завидует, что вы сильная, что вы мощная, что вы не боитесь жить и идти по жизни. А он не такой, он не такой. Он немножко вот трусливый. Хотя, может быть, и немножко, кстати. У кого-то прям действительно мужчина очень трусливый, очень боится разочароваться и очень боится поражений. А вы его обыграли. Он вам это простить не может, и он этому завидует. Он не уйдет из вашей жизни. Вот что бы он там вам ни говорил, что бы он там не наговорил, да, он никуда не денется. Даже если вы вот сейчас в моменте вот развода либо развелись, девочки, он дорогу к вашему порогу никогда не забудет. Никогда. Если вы его позовете, просто, знаете, пальцем так поманите, он будет рядом, в стойке зайчика стоять на вашем пороге. Что он решил? Но он, видите, до сих пор за что-то борется. Он что-то до сих пор хочет вам доказать, показать. Но нет, у него не получится. Его еще какое-то прям сильное разочарование, как удар под дых ждет в ближайшее время. Прям совсем он там ниц падет перед вами, в грязи искупается. Так, для тех, кто просто общается, встречается, ну, как интерес испытывает, да, симпатию испытывает. Здесь у мужчины есть другая женщина, либо помимо вас еще с какой-то женщиной он общается. Он сейчас стоит на выборе. Смотрите, выбор очень непростой. Та другая женщина, она слишком простая, слишком понятная, с ней все предсказуемо, с ней не нужно напрягаться, ей не нужно соответствовать. Там, ну, знаете, как щелкнул пальцами, и она вот рядом к вашим услугам. То есть она удобная, да, такая удобная женщина. Женщина, как говорят, для жизни, там, чтобы и ухаживала, и дом содержала, ну, такая. Неинтересная, но удобная. А вот вы как райская птичка. Вы настолько манкая, настолько вы волшебная, манящая, сводящая с ума, я бы даже сказала. И мужчина этого боится. Он реально этого боится. Он боится, что он прям влюбится, забудется и потеряет себя, потеряет вот то, что для него казалось там ценным и важным. Вот чего он боится. Он вас избегает. Это вам не кажется. Он действительно вас избегает. Он не может вам противостоять, девочки. Вот он, когда рядом с вами находится, он как пластилин. Да, пластилин, лепи, что хочешь. Я вот прям не могу не сопротивляться. У меня даже глаза не закрываются, не открываются. Я на одном дыхании рядом с тобой нахожусь. Вот. Боится признаться себе, боится даже мысли допустить о том, что вот он наконец-таки полюбил. Здесь немножко попроще будет. Здесь мужчинка еще немножечко там попрячется, поувиливает, а потом приревнует, и все. И он ваш, абсолютно ваш, для вас и в огонь, и в воду, и, я не знаю, там и в ад, и в рай, и все, что хочешь, да, и любую звездочку с неба достанет, тут на выбор, да, что хочешь, то и принесу. Здесь вот, девочки, в этом году точно у вас все случится, сложится, и кто-то даже и замуж за этого человека выйдет. Вот так вот мне выходит. Так, ну, решения вы сами поняли, да, очень такие, неоднозначные, непонятные. И скорее вот в моменте, когда мы делаем эту отсыпку, решение, ну, мужчина как бы не принял. Я вижу знаки судьбы, я вижу вас, вашу позицию. Но у мужчины каша в голове. Вот состояние какое-то у него неправильное в моменте, когда мы делаем эту отсыпку. Давайте через несколько дней я сделаю еще отсыпочку на такую же тему. И мы уже, я думаю, точнее все узнаем, посмотрим. Так, я хочу, чтобы вы знали, девчонки, вот кем бы вы друг другу не приходились, кто зашел на эту отсыпку. Вы и мужчина, которого вы загадали,
вы друг другу по судьбе. Вас тут высшие свели. Смотрите, как получается, высшие вас сводят, а люди вас разводят. Да? Либо вот человеческие эти качества, особенно мужчины, вот, восприятие его, здесь у нас как стоп-момент происходит. С вашей стороны вообще все идеально, все чисто. Вы очень классная женщина, вы очень красивая, вы мудрая, вы стабильная, вы самостоятельная, вы независимая, понимаете? Вы похожи на богиню, такую, знаете, небожительницу. Богиня во плоти, вот так хочется сказать. А мужчинка немножечко как либо недозрел, недорос, может быть, не до конца сформировался. Но это не страшно, это не страшно, это не критично, просто немножечко времени больше потребуется. Если ваш мужчина сейчас болеет, и вы точно знаете, что он болеет, ну тогда просто дайте ему время выздороветь, да, сделаем новую отсыпку, уже точно узнаем. Мысли у мужчины путаются, мысли какие-то, видите, разорванные, порванные, он тут себя жалеет, он себя чувствует тут несчастным, разбитым и вообще говорит, вот не повезло мне, да, я страдаю, я мучаюсь в моменте здесь и сейчас. Так, мои милые, не вижу смысла продолжать, давайте лучше я на оракула Кипера возьму вам подсказочку. Подсказочку для вас на сегодняшний день, да, вот на ближайшее время, возможно. Вот именно для вас. Не будем касаться мужчин, просто вот вы и для вас. Совет, подсказочка. Что вам посоветуют, что вам подскажут. Вот он вышел. Девочки, никуда он от вас не денется. Но я же вам сказала, никуда он от вас не денется. Все. Ух ты. Так, мои хорошие. Мужчина ваш никуда не денется, он ваш. Вот смотрите опять, да, он скорее всего болеет, девочки, либо пьяный, либо болеет, либо в каких-то прям уж очень серьезных психологических неприятностях. Смотрите, никуда не денется, он ваш, он с вами, и у вас с ним еще все будет продолжаться, развиваться, это 100%. Что касается вас и подсказочки для вас. Девчоночки, обратите внимание на денежку, обратите внимание на расходы, обратите внимание на, ну, допустим, какие-то изменения на работе, на отношение начальника к вам. Здесь, возможно, какие-то дополнительные расходы могут появиться по невнимательности, не учли какого-то момента, на что-то вовремя не среагировали, да, могут быть дополнительные расходы. Либо на работе ваш работодатель, да, какую-то хитрость в голове сейчас содержит, чтобы вам не заплатить, не доплатить, либо навесить на вас дополнительную работу. Мои хорошие, боритесь за себя, боритесь за свои права, за свое имущество, да, за свои денежки боритесь. Ничего не бойтесь. Если сложить ручки, будут потери. Если бороться, вы всех победите, и ваше с вами и останется. Будьте сильной, верьте в себя и знайте, что у вас все будет хорошо. Не бойтесь никого. Такая сильная женщина, как вы, вам не стоит никого бояться. Пусть вас боятся. Вот это будет правильно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.